Уважаемые депутаты Государственной Думы, Тектабуллах, Государственной толкуй депутаттара, субъектов Федерации у нас 85, языков народов в России 277. Из них статус государственных языков имеют 306 языков в 22 субъектах Российской Федерации. И сегодня на поле боя вынесены вопросы статуса этих языков. И многие поняли это как объявление войны изучения родных языков народов Российской Федерации. Не знаю, изначально или начиная со времен строительства Вавилонской башни, Всевышний установил многообразие языков. И это объективная реальность. В Конституции Российской Федерации закреплено, что республики есть государство в составе Российской Федерации, есть там и статус государственных языков субъекта Федерации. Но правительство Российской Федерации, а конкретно Министерство образования, не обеспечило разработку и применение федеральных государственных образовательных стандартов по изучению государственных языков субъектов Федерации. И что получилось? То, что произошло в некоторых республиках, Иосиф Сталин охарактеризовал бы как головокружение от успехов или как перегибы на местах. Но авторы законопроекта, образно говоря, раскачали и накренили лодку совершенно в другую сторону. Они предлагают изучение родных языков, по крайней мере в тексте так написано, из обязательной части образовательных программ перенести на факультативную часть. И при нашем знаменитом бюрократизме и особом чиновничьем рвении все это рано или поздно фактически привело к запрету изучения родных языков. Мы это уже проходили. Для величия России ни то, ни другое не подойдет. Величие России не в единообразии, величие России в разнообразии народов и языков, единство многообразия. Ко второму чтению необходимо внести существенные изменения в законопроект. Изучение государственных языков субъектов Федерации должно быть обязательной частью образовательных программ. При существенном приоритете русского языка как общегосударственного родного языка. При этом не должно быть нарушений прав человека, насильственного принуждения. Считаю, что обучение государственному языку республики должно регулироваться законом соответствующей республики. При этом ФГОС должен регулировать верхнюю планку количества часов обучения государственному языку субъекта. Например, 3 часа. Принцип добровольности должен быть соблюден заявительным путем, но не заявлением о согласии учить государственный язык, а наоборот, заявлением о отказе учить государственный язык. За данный текст я не могу голосовать, но после второго чтения, надеюсь, ситуация кардинально изменится. Спасибо.